Қазір енді бүгін біздің штабымыз турында білесіз, бізге бүгін 25 ел бұл елні, һәм біз өзіміз һәр вақыт татар тілін ұнытмас үшін татар тілінен башлайбыз біздің кешебізні. Һәм білесіз, енді ең төп проблема енді біздің ол татар тілін ұнытмасқа бір қашанда, татар тілін білерге, әти, әни тілін һәм аны инде беләсез бик күп мәктәпләрдә Татарстанда аны хәзер бирмиләр. Безнең кунакта бүген шундый кеше, үзе Казаннан, директор школы Солнышко, Солнце, да. Павел Шмаков. Он директор школы именно той школы, где до сих пор у нас преподают татарский язык и литература, и это в программе, то есть не факультатив, как в основном, да, везде сейчас в Татарстане ввели, а обязательно в программе. И во-первых, обязательно, а во-вторых, самое главное, что и для русских, и для татар. Количество часов стало меньше, чем было 5 лет назад, но количество часов можно обсуждать. Самое существенное, что мы не делим людей на татар, русских, на евреев и чуваш. Что в Татарстане живущие все должны знать и говорить по-татарски. Так что у нас сегодня в гостях вот уникальный человек, директор той школы, кто до сих пор отвоевал звание того, что вы до сих пор преподаете татарский, да? И все, и татары, и русские, и другие национальности также изучают татарский язык. И да, передаю слово вам, Павел Анатольевич. Я не татарин, я русский. Да. У меня мама русская, у меня папа русский. Правда, папа мой свободно говорил по-татарски, потому что он родом из Казани. Он был вообще из тех, кто в те времена, когда там призорники были. То есть сложные времена были, там 30-40-е годы прошлого века. Вот. Так вот. Для меня очень важно было, когда нас 15 октября 2017 года собрали директоров школ по всей республике. Конкретно вот у нас было директора 2 районов, Приволжского и Вахитовского в Казани. Сидели 2 прокурора, сидел начальник ГРАНО, Ильсур Гарач Хириолин, который сейчас министр образования Татарстана. И на доске, на смарт-доске была написана дорожная карта. Как мы обязаны в течение 2 месяцев, считать от 15 октября до 15 декабря, под Новый год, уволить 3/4 учителей татарского. С моей точки зрения, это, насчет незаконно я тогда не знал, это теперь знаю, что это незаконно. Тогда я думал, что это просто очень некрасиво. Это вот есть учительницы татарского, которые вообще ни в чем не виноваты. То есть вот как вот дети будут знать, что можно взять и под Новый год выгнать их на улицу. Потом начали искать разные выходы, переучивать учителей татарского на учителей русского, на учителей физкультуры, на учителей труда, там, еще на что-то. И вы же понимаете, если человек прекрасно ведет татарский, совершенно не очевидно, что она будет прекрасно вести физкультуру. И это очень значимо. Я тогда записал на диктофон, включил диктофон, сказал, что я включаю диктофон, и сдал вопрос прокурорам, 2 прокурора. Они опускали голову, 2 прокурора, 2 татарина. И мне было всегда вот как-то неприятно смотреть, как люди вот молчат, когда как-то у них вот самое святое для них. В общем-то, многие, для большинства, не знаю, для большинства, но для очень большого количества татарский язык родной, то есть на том, на котором они говорили, когда им было годик, когда им было 2 года. Вот. Я повторяю, вот татарина можно обвинить в национализме. У меня нет национализма, я русский. И я не знаю татарского языка. Понятно, что я знаю там песни Туган Телематор, это я знаю, там, я учил когда татарский язык в школе, когда маленький был. Вот. Но важно другое. Для меня было неприятно, что унижают моих товарищей, моих коллег. То есть унижают целый народ. Мы подали в суд на прокуратуру района. Потом мы подали в суд на прокуратуру республики. Потом был районный суд, был Верховный суд Татарстана. Был Верховный суд Российской Федерации, там дальше был председатель Верховного суда. Это длилось 3 года. Я прекрасно понимал, что в ситуации, когда с государством бороться бесполезно, напрямую бороться, против капка не пойдешь никогда. Но при этом можно было сделать так, чтобы мы вот за эти год, 2, 3, пока длились все эти суды, смогли цивилизованно решить все эти вопросы. И все эти годы, пока шли суды, мы смогли никого не уволить.
У меня дети как изучали татарский язык, так изучали татарский язык. Постепенно количество часов уменьшилось. Но уменьшилось не до нуля. И это тоже очень важно. Мне было всегда очень важно, чтобы не было так, что евреи направо, татары налево, русские прямо и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы были люди первого и второго сорта. Мне казалось, что это очень некрасиво. Потом постепенно мы смогли, понятно, еще раз говорю, что с государством бороться напрямую в лоб совершенно бесполезно. Но сделать так, чтобы спокойно, за год, за два, за три, мы нашли дополнительные ставки педагогов дополнительного образования, у меня появилось множество кружков татарского, мы стали больше праздновать татарских праздников, и все те, кто хотел учить татарский, меня учат татарский. И самое главное, что нет такого, что вот именно вот это деление. Вот, знаете, вы, наверное, не знаете, но ваши родители знают, может быть, вы слышали, что до 70-х годов прошлого века в паспорте была графа национальности. И вот евреи писали, что они евреи, татары писали, что они татары. А вот на самом деле во всем мире есть такая вещь, что не все вещи стоит громко кричать на улице. Если ты сам не хочешь кричать, сам хочешь, можешь кричать. Но тебя нельзя заставить говорить, какая у тебя зарплата. Вот я бы так получилось, что меня 3 раза увольняли, уже последние 10 лет не увольняют. Сейчас школа наша живет и прекрасно живет. Но так получилось, наша школа много раз ставила свое правное существование. У нас прекрасная школа, школа находится в центре города Казани, в самом центре, рядом на улице Кремлевская, то есть с одной стороны прокуратура, с другой стороны главпочтамт. Красивое, интересное место. Так вот. Так получилось, что когда меня увольняли 2-й раз, я уехал сначала в Москву, потом уехал в Финляндию, уже 11 лет в Финляндии, я обратил внимание, что во всем мире есть вещи, которые неприлично требовать, чтобы тебе сказали. Я повторяю, неприлично спрашивать о зарплате человека, неприлично спрашивать о вере человека. То есть человек, если хочет, он тебе скажет, если не хочет, не скажет. Неприлично, публично говорить о политике, потому что, понятно, я могу поддерживать, не знаю, там, либералов, националистов, не знаю, коммунистов, еще кого-то, но это мое личное дело, кого мне поддерживают. Я могу с своей женой об этом говорить, я могу с своим сыном об этом говорить, и я могу с своими друзьями об этом говорить. Если ты хочешь ругаться и драться, можно об этом говорить громко. Но большинство нормальных людей, в общем-то, драться специально просто так ни из-за чего не любят. Любят жить в мире, жить в любви. Так вот наша прокуратура, она поставила телегу впереди лошади. Вот буквально год назад с нас требовали, чтобы родители, уже прошла та волна, с нас требовали, чтобы родители письменно писали, какой у тебя родной язык. Хотя в законе этого нет. В законе сказано про заявление родителей. Вот я, наверное, все эти юридические вещи уже закончу. Я просто хочу сказать, закончить свое это выступление. Я не думаю, что долго слушать человека, который вас на 20-30 лет старше, вам сильно интересно. Вот. Мне просто кажется, что очень важно, когда люди любят друг друга. Когда люди хорошо относятся друг к другу. И когда делаются какие-то бредовые вещи, нельзя сразу. Вот я, например, красиво приведу. Наверное, некоторые из вас смотрели «Дракона» Шварца. Вот это очень хороший фильм, кто не смотрел, посмотрите. Вот там был Ланселот, был дракон, который боролся, была такая долгая история. И вот все люди, как вот в 1939 году там, в гитлеровской Германии, все люди начали делать то, что велит дракон. Там, девушек отдавать ему, чтобы они съедали там, детей маленьких, еще что-то. И вот Ланселот, этот герой, такой пришел освобождать, он спрашивает, а зачем же вы так жили? Ему отвечают, все же так живут. И вот он говорит, зачем же в школе подлости быть первым учеником? Я очень запомнил эту фразу, что на самом деле, когда делаются какие-то плохие вещи, не всегда хватает сил протестовать громко. Совершенно не обязательно. Совершенно не обязательно, когда делается плохое, громко и быстро поддерживать это плохое. Если не хватает сил победить, то пусть хватит сил не покориться. Это просто те слова, на которых хотел закончить это выступление, потому что так получилось в моей стране, в России. У меня очень странная судьба, когда меня выгнали сначала из Казани, потом выгнали из Москвы, я уехал в Финляндию. Я думал первые года 2-3, что меня вернут, чем быть я очень нужен, у меня прекрасная школа. Меня вернули через 11 лет. То есть новый мэр Казани, все смешно, приехал в Финляндию. На самом деле смешно, что он приехал в Финляндию перенимать опыт. Вот большая, красивая Россия перенимает опыт у бывшей своей маленькой крохотной провинции. В Финляндии, правда, прекрасное образование. Вот. И его привели в лучшую школу по его просьбе. Мы познакомились с лучшими учителями, среди 3 лучших учителей был я. И вот он мне стал говорить вернуться обратно. Я вернулся обратно. Но вот мне кажется, что очень важно все-таки, чтобы мы все были вместе. И чтобы
Вот это вот, я заканчиваю на той фразе, что татары сейчас после русских самый большой народ в России. И вот очень важно, чтобы татары понимали свою значимость в этом мире. На самом деле это касается не только татар, это всех касается. Но просто так естественно иногда звучит, что русские это большой брат, понимаете, старший брат. На самом деле все люди по большому счету в чем-то вот таком хорошем они равны. Просто по тому параметру, что они люди. Это намного важнее, чем то, что они русские, татары, евреи, чуваши и прочее. Что мы все люди, что мы все вот под Богом ходим, под единым Богом. То есть называть его можно по-разному. И все это очень важно. Ну, наверное, все, пока. Вы все бываете в Казани, может кто-то реже, кто-то чаще. Я вас хочу пригласить в гости в нашу школу. Заходите, просто мимо зайдите, пройдите, посмотрите, какая у нас красивая школа. Мы начали с детского садика, который был в полуподвальном помещении. Теперь у нас красивейшее здание в центре Казани. Трех-четырех. У нас был детский садик, который 600 квадратных метров. Вот после всей вот этой истории 17-18 года, когда пришел президент и сказал, когда мы сказал мне такую фразу, когда мы все молчали, эта школа защищала права татар. Поэтому нам построили красивейшее здание, 2500 квадратных метров. Это пристрой к нашей школе. Это такой маленький детский садик, а рядом с ними шикарный громадный пристрой. Да, да. Вот я была в гостях, кстати. Это прям в самом центре города. И очень красиво. Да, спасибо большое. Так что приходите в гости. Возможность тоже такой дали. Кто будет в гостях, обязательно в Казани То есть не заходите. стесняйтесь вдвоем-троем зайти, просто на экскурсию посмотреть. Зайдите, посмотрите. Школа Солнце. Название очень легко запоминается. На самом деле Солнце это не только потому, что там Солнце. Да, Солнце это так очень красивая аббревиатура. Вот есть в Москве есть СУНЦ, специализированный учебно-научный центр. Это хорошая школа с таким скучным названием. А мы придумали красивое название. Специализированный олимпиадный научный центр. С слово специализированный. ОЛ олимпиадный. НЦ Н научный. С центр. То есть Солнце это специализированный учебно-научный центр. Это школа, в которой учатся где-то 250 детей. Маленькая, красивая, уютная, государственная, бесплатная школа. Это все было непросто тоже. Да, отлично. Я хочу передать слово Рустаму Фаизовичу Ималиеву, нашу девушку. Рустам Фаизович, мы дружим уже много лет. Да, Он бывал у нас в гостях, и мы неоднократно. рады. И вот я был последний раз в этой школе. Когда был Навруз, да? Да, был, значит, праздник. Вы представляете, да? Люди всех национальностей и все выступали на татарском языке. Татарские песни пели, танцы татарские, да. Это все вот настолько... Мы же живем в многоконфессиональном, многонациональном государстве, да. И татары всегда были государствообразующий народ, да, мы понимаем. Поэтому вот это вот яркий пример. И еще, по-моему, вы сказали, что сейчас это уникальная школа, и у нас в Татарстане открываются еще 3 школы, да? Да, то есть вот я добился того, вот я сначала пришел к мэру нашему, к Ильсуру Раисовичу Медшину. Когда меня сюда приглашали, мэр меня сюда пригласил, вот, я ему сказал, это был тогда 2009 год, когда он приехал ко мне в школу, я получил тогда звание очень красивое. Меня школьники одной из больших красивых школ Хельсинки избрали учителем года. То есть 500 школьников тайным голосованием. Я вел массу занятий, много кружков, все прочее. Вот я был самым популярным учителем. Вот. Причем у меня был плохой финский язык, но вот так оно получалось. Просто я люблю детей, вот они меня тоже любили. Вот. И вот я все раньше сказал, он меня пригласил вернуться в Казань в 2009 году. Я сказал, я могу вернуться в Казань, я люблю Казань, я люблю свою родину. Вот. Единственное, что я сделаю прекрасную школу, но у вас, Ильсур, будут проблемы. Ильсур не поверил, как это у него, у богатого, умного, сильного человека, мэра, одного из интереснейших городов мира, будут проблемы. Если вы посоветуетесь с президентом на всякий случай, он посоветовался. Я получил официальное предложение от мэра и от президента. В 2011 году я вернулся, и в 2013 году меня снова уволили. Но правда, меня через несколько месяцев, я имел несколько восстановлений на работе. В 97-м, когда меня уволили, первый раз в моей жизни меня уволили. А до этого, за 2 недели до этого, я был в Австрии, в Зальцбурге на красивом фестивале, был представителем России. Я пил кофе с Хиллари Клинтон. И вот когда меня уволили, я написал письма всем друзьям, в том числе в штаб Хиллари. Из штаба Хиллари пришло письмо нашему Демир Шарифовичу. Он меня пригласил и говорит, пиши письмо, что у тебя все в порядке. Меня восстановили на работе, подарили еще одно крохотное здание детского садика. Вот так мы жили. Вот. Но эта школа просто, она получилась вот действительно в 17 году. Проблемнар башланган инде. Кеше нәрсә эшләргә, да? Ничек татар теле киләчәк, балачак? Ничек укытучыларга укытырга?
И Шумарин, вас, наверное, можно внести в рекорд Гиннесса. Вы по судам столько ходили, да, вот эти судебные процессы. Нет, не то, что рекорд Гиннесса, тоже в 2018 году мне отдали человеком года в Татарстане. Вот, человек года Мне Татарстана. было Вот. очень приятно, конечно. Поэтому школа уникальная, она настолько там, ну, честно говоря, мне показалось, конечно, что немного демократии многовато, но настолько там Все вот так думают. взаимоотношения учителей, детей. И главный, один из показателей школы всегда, вы знаете, да, это участие в олимпиадах. И вот это самый главный показатель, что они участвуют в олимпиадах во всех, и все. Сейчас я приехал сюда, наши дети находятся на биологическом турнире, на турнире юных биологов, там 5 дней соревнований идут. А буквально полгода назад наша школа победила в всероссийском чемпионате по что, где, когда. Вы, наверное, многие слышали, что такое что, где, когда, и студенты играют. И вот наша школьная команда младшая стала, взяла золото впервые, в том году мы были 11-ми. Вот, а наша старшая команда взяла серебро. Это впервые такое было, чтобы команда из Казани так много победила. Мы хотим послать туда нашего командировочного, это Рустема, чемпиона мира по географии. Да, мы ждем. Будет полезно. Мы единственная организация в Москве, которая проводит чисто татарский Новый год. С татарским Дед Морозом, с татарской Снегурочкой, с татарским введением. Больше татарский Новый год никто не проводит. Все перемешаны, у всех ведущие русские, как правило. Там, Дед Мороз, это Кырбабай, Снегурочка как будет? Карказы, да. Вот. А негр как будет по-татарски? Гуталин Малай. Вот, значит, смотрите, вот в прошлом году был такой опыт, когда последние дни уже лофта закончились места. 70 человек всего, да? Поэтому, чтобы такого не было, срочно забивайте места, приглашайте своих знакомых. Это будет уникальный Новый год. Вот кто был в прошлом году здесь, да, они все подтвердят. Позапрошлым кто был в Новом году. Это молодежный, студенческий. Очень хотят туда пойти, у нас повзрослее ребята, да. Мы их не берем, это для вас праздник, для студенческой, для молодежной вот этой группы. Вот, значит, и записывайтесь, давайте вот сегодня прямо срочно записывайтесь, приводите друзей, мы вам обещаем, это шикарный будет Новый год, который у вас в памяти на целый год потом останется. Говорят, как встретишь, так и проведешь, да? Что касается Нового года, вот у нас есть заколдованная волшебная елка. Она самая первая елка во всей Москве, мы поставили сами первыми. После нас Кремль поставил. Тоже загадывайте желания, ходите вокруг елки, и все у вас исполнится. Вот. Что касается, вот я уже по-русски, вот наша задача, зачем мы собираемся, зачем нам нужны эти встречи, для сохранения татарского языка культуры. Для сохранения татарского языка культуры. Чтобы наши древние обычаи, привычки, вот вы их тоже на празднике увидите. И второе у нас такое есть направление в нашем штабе, это, мы не стесняемся этого слова, да, это карьерный рост, это значит финансовый рост, политический рост. Мы всех настраиваем, чтобы они с молодости старались быть депутатами, старались быть олигархами, старались по карьерной лестнице. Вот и поэтому мы создаем здесь такие сообщества. Вот у нас 15 больших клубов есть, и там масштаб и для юристов, и для силовиков, и для бизнесменов. Вот они вместе собираются, чтобы потом помогать друг другу, чтобы они настроены были позитивно. И цель, задача главная, это потом помочь татарской нации. Вот в старые царские времена татарская нация очень сильно помогали акбаи, которые не мечеть строили, а которые брали на содержание мадресе, школы, больницы, которые брали и содержали их. Вот это очень важно. Поэтому вот будем надеяться, что, значит, и среди вас будут такие. Что касается татарского языка, нам многие послевоенные годы, это было все создано здесь, и многих уже нет в живых. И вот они нам все это передали. И на нас лежит какое-то бремя, немного ответственности. Но мы никогда не говорим, что мы монополисты какие-то, да. Просто чем мы отличаемся от других организаций, то, что у нас есть четкая программа, четкая идеология, и мы четко себя представляем, в каком историческом пути мы находимся, и что надо делать еще вчера. Вот. Мы считаем, что вот в отношении школ, например, это наше мнение, вот потом мы с вами поговорим. Мы считаем, что татарские гимназии должны перейти в Адемнар. Мы считаем, что во всех русских школах, в том числе в Москве, нужно найти такое, значит, сообщество родителей, которые должны потребовать у директоров школ
учитель татарского языка и татарский кабинет, да, в обычных русских Или школах. вместе с директором требуют урано. Или урано, да. Вот это вот в этом мы видим вот сейчас, что нужно нам сделать. Ну, у нас здесь, чем мы отличаемся, у нас методика и разговор, он основан на тренинге. Вот мы целый вечер пытаемся им привить нужность, необходимость, любовь, да, и самое главное, ответственность. Вот пройдет 20 лет, пройдет 30 лет. Кому нужен татарский язык в Москве? В этом огромном мегаполисе. Мы же его вам поручаем, вам оставляем, и вам его сохранность татарского языка, он будет зависеть от вас и от каждого из вас. Поэтому... Та же самая ситуация в Казани. Казани, в да. деревне легко говорить по-татарски, Да. а в Казани вот нам Вот в Казани, например, мы с этой критикой выходили неоднократно, в институтах не созданы молодежные татарские организации. А в Москве практически в основных вузах, вот здесь представители примерно 20 вузов, они все представители вузов, они, значит, созданы татарские землячества, вот они проводят Дни Татарстана, Дни татарского языка. Мы вот очень верим, что татарский язык мы сохраним, потому что у нас есть такая молодежь, каждый из вас, вот, да, и поэтому, значит, мы надеемся, что с оптимизмом на это смотрим, чтобы вы сами, значит, изучали. Вот мы сейчас говорим, многие вещи у нас в штабе мы говорим честно. Вот 50% татар у нас вообще не понимают татарского языка. Из тех, что понимают, 50% не пишут и не читают, да? У нас 95% в браках, когда люди женятся, или муж, или татарин, значит, жена или другой нации, в этой семье заканчивается татарский язык и татарская нация. Вот. Ну, на небесах решаются у нас браки, любовь, мы все это понимаем. У нас вот есть мафия, есть айрахат, есть харакат. У нас многие в штаб ходят вот чувашские девчонки, русские девчонки, и они с удовольствием с нами вместе вот по телефону поют татарские песни. Кому интересен татарский язык, мы всех приглашаем, и все с нами общаются. Вот. Мы к этому вот как так относимся. Вот я прошлую неделю был в Нижнекамске, значит, посетил 4 школы. Значит, все-таки есть у нас энтузиасты, у нас есть татарские ребята, которые, значит, мы хотим вот сейчас воспитать такой пласт ребят, школьников, которые не просто ребята, а они идеологами будут в будущем через 20, через 30 лет. Да, вот, не только носителями татарского языка, этого сейчас нам мало. Вы должны с друзьями разговаривать, с родственниками, значит, с окружением. Но многие задают вопрос, зачем мне татарский язык? Я лучше китайский изучу. Зачем мне татарская история? Я в интернете тут же все узнаю. Вот. Чтобы вы чувствовали, ощущали, что вы татары, что вы, у вас принадлежность к великой нации с таким великим прошлым. Вот нас всех объединяет здесь наша история прошлая, наше настоящее. Вот чтобы у вас было чувство вот этого вот сопричастности, чтобы вы по-татарски думали, значит, мечтали по-татарски. Мечта по-татарски, она должна отличаться. Потому что мечта по-татарски, она завышенная. У нас такое прошлое, такая нация, у которой мы должны большего добиться. Мы никогда татарскую нацию с другой нацией не сравниваем. Но мы, говоря о своей нации, о татарской, мы говорим, что вы добились большего в жизни, в карьерном, в политическом, в финансовом, вот, чтобы потом помогать татарской нации. Вот я как уже сегодня повторяюсь. Вот, и вот поэтому проводим такие вечера. Бик сезне строимость узера татарша сюляшигас, татарша гна жирлагас, татарша сюляшигас и татар теле соклоу турында узера сюляшигас. Меня без эйтсяк, например, да, если мы скажем людям, которые учатся в школе, они не воспринимают, не все нас. А если они скажут, например, пятиклассникам, первоклассникам, да, вот их разговор, он более действенный, существенный будет для там перво-второклассников. Так ведь получается? Это так, то есть на самом деле не надо противопоставлять. То есть надо учить, разумеется, свой татарский язык. Но, повторяю, чем больше языков изучает человек, тем больше он человек. Но мы стремимся, чтобы татары, во-первых, мы стремимся, чтобы татары английский знали лучше англичан, и другие языки китайские лучше китайцев знали. Потому что татары всегда склонны к языкам. У татар такая нация, которая вот учиться и учиться. Когда человек знает 2 языка, да, ему уже легче учить. Третий язык, да. Поэтому, значит, вот перед Новым годом
пожелать, позвоните родителей, поздравьте, хорошего, доброго здоровья, дай Бог так, Алла берсе тагын сезик белән очрашырга. Менә беренче намаз үткәрәбез, менә жаңа жылдан соң килегез. Оннан соң инде менә тырышыгыз, укыгыз, бишләр генә алыгыз, әти-әниләр генә түгел, бабайларга, туганнарга барсына да шалтыратыгыз. Все, уходя, у нас берут пакеты. В каждом пакете у нас литература, и мы их просим, чтобы они взяли 2-3 пакета, и чтобы они нашли в подъезде родственников, земляков, которым передали эти пакеты. Это тоже будет часть благотворительности с их стороны, так ведь? Обязательно вот посмотрите нашу книгу, кто не брал, мы издали книгу, и обязательно берите наши, значит, газеты, и главное, чтобы у вас у каждого в кармане было 30, 40, 50 адресов, чтобы вы продолжали общаться, и, конечно же, на татарском языке. Я 11 лет прожил в Финляндии. И в Финляндии очень интересная ситуация с языками. То есть в Финляндии изучают шведский и финский языки. Но на самом деле там еще интереснее дело обстоит. То есть в первом классе дети выбирают либо финский, либо шведский. В третьем классе они выбирают еще один язык, в 5 классе еще один язык, в 7 еще один язык. И в итоге после школы в Финляндии они знают 4 языка. Чем больше языков знает человек, тем он больше человек, тем лучше радует у него мозг. Вот. Ну и чтобы, опять же, чтобы было интереснее говорить, вот некоторые, кто-то меня сейчас слышит, я сейчас предоставлю слово вот нескольким ребятам, которые с вами приехали. Сначала я предоставлю слово заместителю директора нашей школы Анны Маргулис, и она расскажет немножко о школе, ну или ребята расскажут о школе, еще расскажут, как мы празднуем татарские праздники. Ну, я буквально несколько слов расскажу о том, что как, собственно говоря, у нас изучается в школе татарский язык. Вот. Мы одна из немногих школ, которая смогла сохранить татарский язык, в частности, благодаря такому активному нашему директору Павлу Дольчу. Вот. И татарский язык у нас изучают все школьники вне зависимости от их национальности. Основная идея этого заключается в том, чтобы не столько знать язык, сколько знакомиться с культурой народа. Вот. И учитель, который преподает татарский язык, она делает акценты на том, чтобы проводить какие-то татарские праздники, участвовать в разных мероприятиях, ходить в музеи татарской культуры, приглашать каких-то деятелей культуры и так далее. И вот у нас есть ученики, которые могут, наверное, чуть поподробнее рассказать о том, как, собственно говоря, проходят эти мероприятия. Вот Александр Курененко, например, он неоднократно участвовал в спектаклях на татарском языке, которые ставят да, сейчас расскажет Влада Склярова, которая говорит на татарском языке. Здравствуйте, да, меня зовут Александр. Действительно так, в нашей школе очень часто проводятся различные мероприятия, связанные с татарским языком, благодаря нашему учителю Лисан Фаритовне. Каждый урок это что-то новое, это какие-то необычные живые уроки, благодаря которым мы глубже узнаем культуру татарского языка, если так можно выразиться. Вот. Про спектакли расскажи, как вы спектакли с классом ставите? Да, кстати, мы эти спектакли ставим не только в пределах школы, но и в других школах, нас приглашают. Интересные спектакли, связанные с деятелями татарского языка, с татарскими сказками, там, с рассказами и так далее. Вот. Что очень важно, что в этих спектаклях участвуют и русские, и татары. И там иногда бывает и рассказывает и русская речь, и татарская речь. Он идет на 2 языках параллельно. Да, и они показывают спектакль в разных школах. И вот это вот помогает вот этому сохранению татарского языка для обычных нормальных людей, которые, может быть, и в других условиях бы не подумали бы о татарском языке, а тут вот это естественно получается. А то, что вы правильно скажете? Да, конечно. Я могу сказать, как человек, который посещает уроки татарского языка, что на них каждый человек, вне зависимости от национальности, что-то понимает. И каждый заслуживает оценку в зависимости от своего старания, а не от своих познаний языка, поскольку все-таки уровень языка у всех в классе бывает разный. И что очень важно, все интегрируются в процесс урока, и русские, и татары, и другие национальности. И всем очень нравится, поскольку уроки действительно проходят очень живо, увлекательно и красочно. Ну и буквально еще несколько слов о том, что наша школа была единственной в Татарстане, которая в 2017 году сохранила татарский язык для детей всех национальностей. Татарский язык у нас все эти годы изучался как государственный язык Республики Татарстан. И это очень значимо, потому что большинство школ
стала делить детей, там татары налево, русские направо, евреи прямо. То есть это вот не очень правильно с моей точки зрения. С моей точки зрения, что каждый народ должен сохранять свой язык. Но в Татарстане немножечко легче, к счастью, что есть татарская деревня, которая живет, и там говорят по-татарски. В Казани говорят по-татарски меньше, в Москве еще меньше. И поэтому я очень благодарен Рустему Фаизовичу, который в Москве делает великое красивое дело, собирает татар, знакомит их друг с другом. И вот помогает тому, чтобы татарская культура развивалась не только в татарской деревне, а вот а везде, где есть татары. Ну вот я сам, значит, был недавно в школе у вас, и был уникальный концерт на татарском языке, где все нации, национальности приняли концерты в этом участие, пели, плясали, и концерт был весь на татарском языке. Да, это, конечно, уникально. Поэтому у вас школа такая особенная, на вас смотрят. Вы как флагман сохранения татарского языка в школах Татарстана. Это школа «Солнце». Очень, очень важно, что мы школа муниципальная, то есть школа бесплатная, открытая для всех. И мы всех приглашаем к нам в гости, всех, кто хочет. Мы всем рады. Это Казань, улица Кавина Аджми, дом 18. Мы вас приглашаем. И вот сейчас в Татарстане, глядя на ваш опыт, открываются еще 3 школы, да, так ведь? Да. То есть мы дошли до президента Республики Татарстана. Сначала мы поговорили с мэром Казани, Сюмсу Раисом Медшиным, потом поговорили с президентом. Вышло поручение президента о том, чтобы по типу школы «Солнце» создавались школы в Нижнекамске, в Альметьевске и в Набережных Челнах. Если в Альметьевске пока еще очень трудно все идет, в Набережных Челнах мы повстречались с мэром, и он думает, а в Нижнекамске школа уже начала работать. Она еще пока такая маленькая, но там уже где-то 260 желающих, и где-то человек 100 уже находится на занятия. Это в центре города Нижнекамска, на улице, как помню, Тукая 83А, правильно? Там находится 35-й садик, и вот в этом садике, половинку садика нам отдали, и там дети занимаются самыми разными предметами. И вот Бог даст, и там будет школа «Солнце». На нас ориентируется, и тем мы отличаемся. У нас есть четкая программа, четкая идеология. Наши 36 пунктов основные, которые надо сделать сегодня, они вошли в стратегию ВКТ, значит, да. Мы их тоже долго обсуждали, собирали. Вот. Ну, у нас, поскольку вот мы всегда приветствуем, сегодня вот тоже я обращался, мы приветствуем, чтобы наши татары, вот ребята, молодежь, 1-2 курс, чтобы они принимали участие во всех мероприятиях татарских Москвы. Вот недавно, например, было здесь полпредса мероприятие, да, поскольку у них нет своей молодежи, был Фарид Хайрулович приехал, надо было собрать молодежь, они обратились к нашим активистам, и наши активисты собрали кворум молодежи для полпредства. Полпредства у нас уникальны, они стараются, у них там также клубы есть интересные, да, вот, мы сотрудничаем, у нас замечательное полпредство Татарстана в Москве. Поскольку мы общаемся со всеми полпредствами и со всеми представителями городов, наше полпредство, оно отличается. У них очень организованные мероприятия, они проводят не республики в Москве, и поэтому мы всячески им способствуем. И у нас, поскольку большой интернет-ресурс, мы все мероприятия полпредства освещаем у себя в соцсетях. Также у нас есть дом Асадулаева, где, значит, по договоренности с руководством, под нашу ответственность, они выделили вот сейчас ключ в 408 комнату, мы назначили ответственных, и у нас Аллагы проходит и здесь, и в татарском центре, в 408 комнате. Каждый раз они нам звонят, значит, говорят, отличная у вас молодежь, поскольку они поют, собираются там, очень весело проводят время, вот в 408 комнате в Асадулае. Мы всячески, и когда у нас в Москве проходят организации, мы это приветствуем. Сейчас у нас начинается музыкальная часть программы, так что посмотрите наш концерт. Пожалуйста. Rıza bulursun öldere
Şapta sarman bulvarı, yanlarıma denge olurlar. Söyleşim taşta büyük yanlar, şilasını taşırlar. Kırmışım ayağı, yıldızım sinirlerim Ayşem'da, uğranın yüreğim kırıkta. Ayşem'da, uğranın yüreğim kırıkta. Yüreğimden vuran ağrıma, yatlar mı yarim, yıraklarla gittim, yanmalıklar bir kaldı. Kişi sen kişi yok alma Sinanırma dostum Mehtebette resmi yazmış varım bir sırada Yaptı eşeği yazın Ölüsü yurnazın Kim savermeyiz kızmışlar dişeyi Yüreğinde gökler Sinan boyunca Sinanlarına kişi Yaptı eşeği yazın Yüreğinde köpek Sile boyunca Bu hislerle dolu çiçek atışımı Ümitlerin dilini kalanlı Kalansındı, iskalasındı Sanılan şu bildi uçaklı Zımbır çeşken diye bir kere hepsiyle Yüreğimden ulan alında Yaklardı yarimden, yılaklar var gitti Yalvarıklar yine salında Zımbır çeşken diye bir kere hepsiyle Yüreğimden ulan alında Yollarını yar ettin, yıraklarına gittin Yalvarıklar yine salında Yaklarını yar ettin, yıraklarına gittin Yalvarıklar yine salında Yalvarıklar yine salında Gözlerimden sine Yıllar boyu dileme Duymaz
sakın duyma Gözlerim seni Gözlerim seni Dusişleri buyna köle dingede girmiyor Bu yanında yemek tapmayı bu verildi Evsiz matuda zayıf şayaptasız Yüreğimin yanıları kavlanırsız Evsiz matur kızlar hiç şayaptasız Yüreğimin yanıları kavlanırsız Benim içimde gel başörtten hep çıkmaktılar Kızları da uğrap uzma hep yaratmıyorlar Evsiz matur kızlar hiç şayaptasız Yüreğimin yanıları kavlanırsız 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 Yüreğimde utlar yanır hiç düşünmesiz Aranızda biriniz Evsiz matur kızlar hiç şayaptasız Yüreğimde yanıları kavlanırsız Evsiz matur kızlar hiç şayaptasız Yüreğimde yanıları kavlanırsız Para